все мы в этой жизни жертвы чего-либо, но вопрос в том, как мы к этому относимся, как мы воспринимаем свою ситуацию, да? То есть я вам скажу больше, да, то есть я, наверное, вообще жертва самой жертвенной, да? Начало 80-х. В одном маленьком северном городке, в одном из роддомов, появилась маленькая удивительная девушка. Нет, не девушка, младенец. Да? Очень-очень маленький по габаритам, по размерам. Ее маме сказали: оставьте ребенка в роддоме, зачем вам обуза на всю жизнь. Моя мама сказала: я не для вас рожала, поэтому я сама разберусь. Моей маме сказали, что я не буду ходить. Вообще. Вообще не буду ходить. В 2 года я пошла. Когда мне было 17 лет, моя мама, дабы уберечь мое юное сердце от разочарований, да, сказала: твои подружки влюбляются, дружат с мальчиками, сиди дома, никуда не ходи, дома нормально, все, тебя никто не обижает, то есть у тебя никогда не будет таких отношений, как у твоих подруг. Мама просто не знала, что в тот момент я уже была влюблена, да, в мужчину там на несколько лет старше меня. И я не сидела дома. Когда мой двоюродный брат узнал, что этот мужчина меня обидел, он ему сказал: больше, чтобы я тебя никогда не видел. Я об этом не знала, я узнала об этом много лет спустя. И все эти годы я считала, что, видимо, да, действительно, у меня никогда не будет таких отношений, как у всех остальных, да. И, видимо, этот мужчина просто, он не разделил моих чувств. В 2002 году, когда мне было 10 лет, да, чуть-чуть вернемся, я маме сказала: мам, давай выкинем из гаража папин старый Урал, он все равно ломается постоянно, откроем магазин, я буду там жвачки, там шоколад продавать, буду бизнесом заниматься, 10 лет. Мама посмеялась, и все. Это был 96-й год. 96-й год. Понимаете, да, компания пришла на российский рынок. Вот. Когда в 2002 году я пришла к своей знакомой предпринимателю и сказала: возьмите меня на работу, у вас маленький киоск, он работает круглосуточно, я могу работать ночью, чтобы меня особо никто не видел, да, там, стеллажи близко, я могу достать шоколадку там с прилавка и подать, да, там, в окошечко. Но мне очень нужны деньги. И сказали: я не могу тебя взять на работу, ты инвалид первой группы, без права работы, если я тебя возьму на работу, у меня проблемы будут. Когда моя соседка по подъезду зарегистрировалась в Oriflame, она говорит: пойдем со мной за компанию. Я пошла за компанию, меня зарегистрировали, сказали: 149 рублей потом отдашь. У меня денег не было. Мой спонсор ушел через пару месяцев. Ее спонсор сказал: я с тобой работать не буду. За моими плечами было 10 человек, которых я пригласила в бизнес. Сама не знаю, как и вообще зачем. Но я поехала в Екатеринбург и сказала: мне нужны заказы, мне нужен офис, за мной команда, целых 10 человек. На тот момент у меня было 9%. Весна. Лед тает, идет ледокол.
ледокол, да, или ледоход, я постоянно путаю. Люди не могут вылететь к себе домой ни вертолетом, ни самолетом, потому что, перегруз людей. У меня курьер встречает коробки, которые в 2 раза выше меня, и складывают у себя дома, потому что их не берут на борт. Я делаю звание директора, у меня 7500 баллов товарооборот. То есть, да, по 300 тысяч у меня стоит у моего курьера косметики, люди оплачивают заказы, и мы получаем по одной маленькой коробочке раз в недельку. Я просыпалась в 8 утра с первым консультантом, который приходил за заказом, и засыпала в 2 часа ночи с последним консультантом, который уходил с заказом. Минус 42. Метель. Сугробы. Сотовая связь не ловит. 6 часов в одну сторону, 6 часов в другую сторону. УАЗик, знаете, такой батон. Да? Остановились на 15 минут перекусить. Застывают колодки, и машина не может тронуться с места. Раскачали, тронулась, поехали. То есть, чтобы понимали, да, 6 часов мы едем по бездорожью в одну сторону, чтобы загрузить машину зимой, да, косметикой, и 6 часов в другую сторону. Не доезжая до нашего поселка, я не знаю, сколько там было расстояние, там полчаса, может, ехать осталось, да, у нас машина ломается. В машине сидит моя лучшая подруга, ее подружка, мой будущий муж. В глазах вся жизнь, все, что еще не было, все пронеслось. За эти 2 минуты, да, машина выстояла буквально за 30 секунд. То есть в машине стало очень холодно. Благо, это УАЗик, да, и сделать его можно просто голыми руками отремонтировать. В 2007 году я закрываю звание директора. Меня двигала цель, я хотела на банкет, я хотела признания. По вине Сбербанка компания не начисляет мне мой доход и премию $1000. Мне нужно покупать билеты в Москву, у меня нет денег. Я ногой открываю дверь в кабинет управляющего Сбербанка. С тех пор я научилась разговаривать со всеми на одном уровне. Мне одобрили потребительский кредит, ровно ту сумму, которую нужно было на билеты. За 2 дня все сделали без поручителей, без справок, без всего просто. Я приехала в Москву, кроме метро я ничего не видела. Олимпийские еще сцены, да? Я говорю, не все звезды были на сцене Олимпийского. То есть огромное количество звезд мечтают побывать на сцене Олимпийского. Кто мечтает побывать на сцене Олимпийского? Кто уже был, не буду спрашивать, я знаю вас много. Отлично. А что мешает? После моих слов мама, мне кажется, уже ничего не мешает вообще абсолютно. Я приехала на банкет, увидела метро Москвы, Олимпийский, и влюбилась в Москву. Вернулись домой, я купила тетрадь хотелок, да, обычную тетрадь, и вклеила туда свои аффирмации. Вклеила туда Маргариту Полежаеву, на борту самолета, куда-то мы летим, свою фотографию на соседнем кресле. Пентхаус в Москве с панорамным видом. На что мне муж сказал, ты хотеть не вредно. Да? Я говорю, ты же хочешь свою мать, хоти дальше. В 2008 году уходит из жизни мой наставник,
которого я сама достала, и который я объяснила доходчиво, почему мне нужен Oriflame, и почему я никогда не уйду из Oriflame, даже если они все уйдут. Она посмеялась. Но, в принципе, так и произошло. Она уходит из жизни, из 4 закрывает посмертно звание сапфирового директора. Из 4 директоров остается 1. Все 3 уходят, я в том числе. Я приезжаю в Тюмень, пишу заявление на терминацию. Руководство компании, да, тюменского филиала. Ты чего? Почему? Я говорю, вот либо все, либо ничего. Конкретно. Вот кто принимает быстрое решение? А кто не передумывает? Почему? Там один человек не может. Понимаете, если вы приняли решение быстро, то оно самое правильное. Не надо дальше анализировать и думать, а может не надо. Вот приняли, все уже. Ну и пусть там весь мир перевернется, какая разница, это ваше решение. Я написала заявление на терминацию, развелась с мужем, а меня предала лучшая подруга. Я возненавидела просто людей. Я все бросила, сменила номер телефона, уехала в Москву. Полгода мои родители думали, что я в Челябинске. А в социальных сетях меня вообще не было нигде. То есть никто не знал, где я вообще. Через полгода я сказала родителям, что я в Москве. Мне нечем было платить за квартиру, которую я снимала посуточно. Я ночью в социальных сетях писала людям, которые онлайн, и говорила, мне нужна работа. Мне люди говорят, что за работа вообще? Я не просила денег, заметьте. Я говорила, мне нужна работа. Я же приехала такая крутая, бывший директор, бывших директоров не бывает. Вот, я же думала, я теперь весь мир покорю. Вот что делает Oriflame, уверенность в себе, да, поднимает. Вот вы руки подняли, да, победители. Да, Oriflame-то были никто и звать никак. Это внутри себя-то. Давайте честно признаемся. Попытки были какие-то, но внутренней уверенности, что мы победители, не было. Отозвался один мужчина. Сказал, меня девушка бросила, мне нужна помощь психолога. Я говорю, окей. Сколько денег дашь? Он говорит, приезжай. Куда? На Рублевку. Это где? Вызываю такси, еду, ночь, 3 часа ночи, еду, лес, темно, едем час. Боже, куда мы едем? Что происходит? Приезжаем, посидели, пообщались, заплатил, как психологу, да? Ничего личного. Ребят, на самом деле, вот все, что я вам перечислила, это жертвы обстоятельств, да? То есть на любом из этих моментов можно было сломаться. Вы говорите, работать сложно, отказывают люди, да, никто в Oriflame не идет. А вот для вас Oriflame это вообще что? Будущее. Смотрите, очень внимательно. Oriflame – это бизнес-партнер. Oriflame – это не… пламя, да, огонь. Oriflame – это Магнус. Oriflame – это Йонас. Oriflame – это Александр. Вы понимаете, то есть у вас серьезный бизнес-партнеры, которые просто одним концерном называются одним словом Oriflame. То есть, это ваши бизнес-партнеры, которые к вам с первого дня, с момента регистрации, относятся как к бизнес-партнеру. Что вы делаете? Я не знаю, у меня люди не идут. Нафига шли-то вообще бизнесом заниматься? Люди у них не идут.
У меня летом были сделки, я тратила огромное количество денег на переговоры с бизнесменами, которые вот вагон купил, вагон продал, вот это бабки. Говорит, за одну сделку у тебя 1,5 миллиона в кармане будет, круто. Я ни одну сделку не провела. Почему? А потому что вот эти вот бизнесмены, которые, да, они ездят на крутых тачках, пальцы гнут, а потом мне ночью звонят: Таша, слушай, 1,5 миллиона надо перехватить, где-то не могу найти. Я забила на этих предпринимателей, да, и начала все перекладывать на Oriflame. И я увидела в Oriflame, ну, до этого много чего видела, да, но в тот момент я четко увидела своего бизнес-партнера, у которого есть деньги. И я знаю, что если я выполню свои обязательства со своей стороны, да, мой бизнес-партнер выплатит процент. Поэтому я не знаю, у кого что не получается, у меня вообще по жизни ничего не получается. Поэтому я здесь на сцене, здесь бешеная энергия, Маргарита меня уже выгоняет. Хочу вообще буквально минуты, да, сказать про моего наставника. Я никогда в жизни не думала, что через 10 лет мы будем планировать нашу конференцию вместе. То есть я выбрала наставника сама. Я позвонила Маргарите, сказала: Маргарита, можно я сестру зарегистрирую, просто для себя покупать? Отстаньте в своем Oriflame, у меня шоу-бизнес. Вы понимаете, традиционный бизнес, но можно я тебя дополню? Вот я вам скажу, что одеваться вот непросто. По ней сшита одежда индивидуально, сшита обувь индивидуально. Она всегда с маникюром, с педикюром уложена, причесана. Представляете? При этом актриса, модель в передачах участвует. Она могла бы быть жертвой, но она не ведет себя как жертва. А? Было песню мою включить. Песню. У тебя много всего. У тебя много всего. Но мы с тобой договорились 5 минут, а ты уже говоришь 20. И мне... Кто вчера спросил, ты сколько будешь выступать? Таша, я хочу тебе сказать, что я очень тобой горжусь. Спасибо тебе за тот заряд. Я очень горжусь, что ты выбрала меня как наставника и пришла ко мне в команду. Я вам скажу, вот, Машуль, иди сюда. Мария Трусова, та, на которую вы спускаете всех собак. Это младшая сестренка Таши, которая всегда везде и всюду с ней, и моя помощница по жизни. Это для которой многие вопросы на школе активы тоже решаются. Девчонки, хотите ли вы что-то пообещать? Я хочу просто сказать ребятам, да, ребят, на самом деле вы можете сколько угодно быть жертвами, да, но это ничего не означает, это отмазки. Поэтому либо вы делаете и получается, либо вы не делаете и остаетесь там же, на том же уровне. Вот и все. То есть принять решение — это секунда. Смотрите, как она нестандартно мыслит. Я говорю, будешь ли ты что-то обещать? А она дает наставление вам. Поняли, да? Мелкими купюрами в чемоданчике. Она сейчас попросила $1 миллион. Как вы думаете, он у нее будет? Да! Ну давайте зарядим себя и ее на $1 миллион, да?